Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за 72 часа? Что вас ждет, что неожиданно либо внезапно с вами случится? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой бантик у вас красивый, смотрите. Это к радости, это к празднику, это к удовольствию. Будете рады, будете довольны. И смотрите, вокруг этого бантика такие радостные, счастливые люди. Такая небольшая компания, вот где-то 4-5 людей. И все такие вот прям с улыбками на лице. Какое-то праздничное мероприятие, либо какой-то счастливый повод, когда вы сможете собраться, отдохнуть, повеселиться, обменяться подарками, либо поддержать друг друга. Да? Вот хороший момент идет, хороший. Вы там будете участвовать. И причем участвовать как организатор, либо как главное действующее лицо, да? На каком-то вот маленьком мероприятии. Ну, может, и не маленькая, просто вот такая компания, да, очень теплая соберется. Также я вижу, что вы с кем-то будете обниматься, а это прям такой еще момент интересный. Объятия у вас очень жаркие. Да, в жизни так иногда бывает. Люди друг друга видят, загораются друг к другу и уже обнимаются, целуются, наслаждаются друг другом. Но у кого-то отыграется такая встреча неожиданная, долгожданная, что вы вот прям обниметесь и не захотите друг друга отпускать. У вас это событие с левой стороны. То есть левая сторона самая неожиданная сторона. Но объятия очень теплые, но у кого-то прям жаркие объятия идут. Но главное, чтобы во благо, да, чтобы во благо вам, мои хорошие. Дальше. Будете перескакивать какие-то препятствия. Знаете, вот как напоминает бег с препятствиями, да, такой вид спорта. И у вас вот ситуация, что вы перепрыгиваете, какие-то барьеры берете, какие-то вот как блоки, что ли, перепрыгиваете. И перепрыгиваете как будто бы на одном дыхании. То есть вам вообще не страшно. Наоборот, это для вас какой-то вызов. И вы, не сбавляя скорость, вот чем-то вы занимаетесь, либо на что-то вы нацелены, настроены. И вот эти препятствия вы просто не замечаете. Вот легко, играючи перепрыгиваете. Я вижу у вас 2 препятствия, и вы с легкостью их возьмете. Даже, возможно, и не заметите, что вы их перепрыгнули. Ну вот, да, какое-то дело, какая-то задача. Вас невозможно остановить. Вы идете к своей цели, как будто бы вы, ну вот, ледокол, да, либо локомотив. Вижу цель, не вижу препятствий. Какой-то человек просто будет шокирован вами и максимально восхищен. Человек будет рассыпаться, смотрите, вот прям расшаркивается, кланяется, снимает шляпу. Очень много комплиментов, очень много похвалы. И вообще вам будет приятно. Либо вы скажете: да ладно, вы меня еще не видели в сложной ситуации, да, я и не такое могу. Прям интересный момент. Обратит на вас внимание этот человек и впечатлиться вами. И мне вот кажется, что это, ну, хорошее начало между вами, да, вот к будущему, там, к сотрудничеству, к общению, к какому-то взаимодействию, как лиха беда начала. А начало будет положено в ближайшие 72 часа. Вы вроде делаете то, что и обычно, да, а вот человек увидит и восхитится, скажет: ну надо же, я такого раньше никогда не видел. Ох, какая ты крутая, либо какой ты крутой. Дальше вижу, что у вас в руках ножницы, и вы этими ножницами что-то отрезаете, либо разрезаете. Ну, если вы работаете швеей, закройщиком, да, то понятно, да, это ваш инструмент. Но если мы говорим в эзотерическом смысле слова, то вы действительно от себя что-то ненужное будете отрезать, отбрасывать. И это прям серьезный момент, который буквально как ступень к улучшению
вашей жизни и к чистке вашей среды обитания. Отрезаете даже, вот знаете, и особо не задумываетесь. Вам это мешает, либо вам это не подходит, и вы это режете. Ну, а если вы швея, либо, как я уже сказала, закройщик, да, может, как-то со швейным делом связаны, то вам предстоит работа. Придется много резать, там, мерить, резать, как моделировать. Ну, я далека вообще от этого всего швейного дела, но немножечко, так, знаете, представление имею. Ну, да, работы будет много, но, опять же, это ваша любимая работа. И, возможно, вы будете творить вот для души, да, либо там какой-то классный эскиз, там, может, моделька какая-то очень такая хорошенькая, вам прям интересно, и вы прям, за дело взялись. Дальше. Вижу, что какая-то курица, ну, просто орет во всю глотку. Не очень комфортно, да, потому что такой оглушающий прям крик, рев, я бы даже сказала. Но кричит эта курица не просто так, а потому что у нее, как бы, извините, этих перышков не осталось, да, общипанная курица, обшпаренная, да, можно сказать. Ну, курицами обычно в таких ситуациях показывают людей скандальных, женщин таких, вы знаете, которых принято называть клушами, да, наседками. И также могут показать какую-то родственницу, женщину со скверным характером. Что-то у нее там произойдет, либо за что-то она такое возьмется, не получится. В общем, и опозорится, и оскандалится, и будет кричать об этом всему миру. Вам, ну, как уши, да, уши режет ее крик, и с другой стороны вы понимаете, что ей по делам, вот, ей по делам досталось. И, возможно, эта ситуация действительно ее немножечко приведет в чувство, охладит, если эта женщина лезла в вашу жизнь, создавала вам помехи, как-то, знаете, стояла на вашем пути, то как-то она приникнет, да, не так ее будет много в вашей жизни, и, возможно, даже на какое-то время она вообще из вашей жизни выпадет. Да. Потому что с правой стороны, в принципе, да, вы, может, ее даже предупреждали, что не делай то, не делай это, либо это чревато. И вот как раз-таки это чревато и наступит. Но мне идет, что она опозорится, вот какой-то провал ее грандиозный ждет. Дальше. Вам что-то придется взять на себя, потому что все другие люди вот так ручками делают, говорят, а мы не знаем, а мы не умеем. Да? А вы посмотрите на всю эту картину и скажете, ну ладно, раз никто не знает и не умеет, значит, сделаю я. Да, видите, большая буква «Я», вы на себя что-то берете. И берете это потому, что, ну и психи, конечно, да, вам противно видеть, как люди так морозятся, а с другой стороны, дело делать надо. И вот эту дополнительную работу вы на себя возьмете. Сказать, что вы что-то от этого обретете? Нет, я не могу сказать. Скорее всего, когда дело будет кончено, вот эти все люди, которые отказывались, они же тоже прибегут и скажут, а мы участвовали, да, мы тоже рядом стояли. И результат, наверное, будет поделен на всех. Но с другой стороны, я вижу, что ваш авторитет растет. Среди вот этих всех людей ваш авторитет растет, и вы возвышаетесь над этими людьми, и уже ни у кого нет желания как-то с вами на эту тему поспорить. То есть пальма первенства переходит в ваши руки. Да? Ну, потому что вы действительно лидер, потому что вы действительно не боитесь брать ответственность, вы не боитесь брать работу. Вы это все умеете, знаете, и не будете ни на кого сваливать, как бы, да. Человек вы сильный, мощный, и никто с этим спорить уже не будет. И не захочет, и не будет, и никому это не надо. Возможно, на работе у вас такая ситуация, либо в семье. Дальше мужчину показывают на коньках. Ну, может быть, действительно мужчина на коньках будет кататься. А может быть, мужчина проявит какую-то небывалую скорость, шустрость. Очень много сделает, очень многое успеет. Чем привлечет ваше внимание, либо заслужит ваше положительное отношение. Ну, допустим, у вас муж, либо парень, либо сын, да, который там не сильно отличался старанием, либо скоростью, любил там растягивать, наматывать, а тут на тебе очень быстренько все поделает, переделает. Ну, молодец, умничка. У кого-то отыграется мужчина, который пытается произвести на вас впечатление. Его будет так много в вашей жизни, что у вас прям перед глазами будет вот это рябить, и вы скажете, да как так, как ты все успеваешь, как ты во всех местах бываешь, ты что, преследуешь меня? Да, он вас преследует, потому что вы ему очень нравитесь, и ему очень хочется произвести на вас неизгладимое, незабываемое впечатление. Вот прям, знаете, как приклеился, не может он без вас.
Дальше показываю чертика. И этот чертик каких-то людей с ума сводит и на что-то подталкивает, подбивает, на что-то очень и очень нехорошее. И, возможно, к вам это особого отношения не имеет, но, с другой стороны, у вас будет вопрос, да, почему эти люди совершили такой поступок, либо такое действие. Ну, нечистая сила их повела. Обычно такое бывает с теми, кто часто и много сквернословит, кто не имеет веры в душе, кто злоупотребляет всякими запрещенными средствами, там, и алкоголем, и, ну, понимаете, это грешники, да, одним словом, грешники. Вот и ответ. Это бес попутал. Бес попутал. И, кстати, у кого-то еще может отыграться, что, ну, допустим, да, по пьяной лавочке какие-то люди что-то такое сделают несуразное, что вот и на голову не натянешь, и будет у вас в голове вопрос, почему, да, почему ты взрослый человек на такое пошел. Бес попутал, мне идет. Бес. Мои хорошие, если вы знаете, что вашим близким, особенно мужчинам, предстоят какие-то мероприятия, там, где будет алкоголь, либо где будут какие-то тусовки, да, ну, допустим, ребенок, подросток, муж, да, который на корпоратив пойдет, либо, может, там, на день рождения там, подросток пойдет, либо муж, делайте на них обереги, ставьте обереги, поверьте, это работает, это поможет, это убережет. Я, конечно, этот момент закрою, но тем не менее, что вышло, то я и вам и говорю. Да, вас хотят предупредить, заранее хотят предупредить, чтобы не было потом сожалений, огорчений, вот этих вопросов. Дальше. Большая конфета, и вам эту конфету буквально на открытой ладони какой-то человек предлагает. Ну, конфета – это сладость, это комплимент, это может быть даже какая-то награда. Хочу сразу вам сказать, что эта конфета, она невкусная. Невкусная. Да, у нее красивая оберточка, да, там красиво, радужно переливается, многообещающая, да, выглядит вот прям, маркетологи постарались, красивый дизайн придумали. Но сама по себе эта конфета, например, совсем невкусная. И почему-то кажется, что в этой конфете прям вовсе не конфета, а что-то другое завернуто под видом конфеты. На букву Г называется. Да? Не соблазняйтесь и никому не позволяйте себя соблазнить громкими красивыми обещаниями. Потому что не все то золото, что блестит. Да? Тут явно блеск, и на все, как все это рассчитано на то, что это блеск, и человек купится, согласится, и потом будет отмываться от зловония, да? Потому что это не конфета, там что-то другое, коричневое и вонючее. Ну, я вас предупредила, да, не соблазняться, ну, либо все проверять на старте. Вот вам там наобещались 3 короба, а вы скажете, предъявите, я хочу посмотреть, мне нужно точно знать, что вы меня не обманете. Если это все развод, то понятно, что вам ничего не предъявят. Вот. А если предъявят эту какашку, ну, скажу уже как есть, то вы сразу скажете, не-не-не, мне такое не подходит, я не буду этим заниматься, да, и не нужны мне такие награды, заберите, сами кушайте. Да, тут какой-то очень хитрый человек, прям такой, знаете, прожженный жулик мне идет какой-то, и попытается вот этой конфетой вас соблазнить, ну, либо чтобы вы какую-то работу сделали, либо взяли на себя что-то. А награда, понимаете, ну прям совсем нехорошая. Это вообще не награда. Это больше на наказание похоже. Дальше. 2 обезьяны. 2 обезьяны с правой стороны. Но вы, скорее всего, знаете, кто это. Какие-то ваши эти подражательницы. Вы для них кумир. Да? Они за вами подражают, смотрят, повторяют. Ну, обезьяны, одним словом. Да? Вы знаете, эти обезьяны уже в своем этом подражании дойдут до какого-то пика, когда это уже, знаете, не смешно, но грустно. И ну, то, что, допустим, если это одежда, да, возможно, кто-то копирует ваш стиль в одежде, в макияже, там такую же прическу делает, носит такой же цвет волос. Настолько это на них безобразно смотрится, настолько это наляписто, настолько это, ну, прям вырви глаз, что люди будут прям делать замечания, либо открыто, жестко критиковать этих обезьян. Так и будут говорить, Господи, да посмотри на себя, да во что ты вырядилась, ты выглядишь отвратительно, да, это неприлично, да, вот так выглядеть. Ну,
услышите, увидите. И еще я вижу, что к вам придет поддержка от людей, которые тоже видят, что вас плагиатят. Ну, это, кстати, может касаться и работы, и бизнеса может касаться, да. Вот именно человеческая волна поддержки придет в вашу сторону, и вы будете тронуты, вам будет это приятно, да, что вот против этих обезьян люди ополчились, либо сплотились вокруг вас, дабы вас защитить и вот этих обезьян проучить. Но именно 2 обезьяны показаны. Дальше лошадка. Очень красивая, но маленькая. Возможно, это какое-то как предложение по работе, ну, либо какая-то работа, которая вам прям очень понравится, но это как временного характера, там, день выполнять, либо пару дней выполнять. Но у кого-то идет именно предложение, но предложение, которое проиграется конкретно как работа уже, наверное, после новогодних праздников. Да, нужно будет подождать, и вы будете думать: ой, лишь бы кто-то там не передумал, лишь бы меня все-таки взяли, и лишь бы, да, это все случилось. Ну, а если вы еще до праздника успеете поработать, то вам очень понравится этот вид деятельности, либо эта работа понравится, и кто-то действительно задумается так, чтобы на такой лошадке повсеместно, ежедневно, на протяжении многих лет кататься, да, вот сменить род деятельности, либо сменить профессию, то есть вам что-то очень-очень понравится. Также эта лошадка может касаться кого-то из ваших близких. Ну, если касается близких, то это обещание будущей работы. И лошадка красивая, вот именно красивая идет, такая вот вся статная, красиво сложена, правильно, вернее, сложена, да, очень красиво выглядит. На этой лошадке можно прекрасно кататься, и она будет расти, она будет радовать, она превратится в могучего коня. Вот, порадуйтесь за своего близкого, либо близкому так и скажите, там, дурака не валяй, соглашайся, принимай эту работу, и с этой работой ты очень многого добьешься и сделаешь блестящую карьеру, действительно блестящую. Дальше, мои хорошие, мыши. Мыши как-то разбегаются, какая-то паника у мышей. Возможно, вы что-то делали, возможно, вы что-то предпринимали, и мыши разбегаются в панике. Мыши – это мелкие вредители, недоброжелатели, сплетники, ну, такие вот, знаете, пакостники. Разбегаются, просто разбегаются, от вас бегут, как от огня. Возможно, вы столкнетесь с тем, что какие-то люди просто исчезнут из вашего поля видения. То есть вы, возможно, будете даже искать кого-то из этих людей, а нету, пропал человек, сквозь землю провалился, да, скорее всего, человек нечистоплотный, с повадками мыши, да, и вот от вас прячется и бежит. Может быть, прошел слушок, что вы разоблачитель этих мышей, либо вы с мышами этими жестко обходитесь, и вот они все разбегаются, от вас прячутся. Мне идет, что они вас панически боятся. Так что не удивляйтесь, так тому и быть. Дальше. Человек от вас в кармане что-то прячет, и это будет бросаться в глаза. Поведение. Пятится назад, отворачивается, говорит в полкорпуса, в глаза не смотрит. Какой-то, знаете, вот как избегает. Вроде вы встретились, вы начинаете диалог, а человек говорит: ой, мне некогда, мне нужно туда, мне нужно сюда, срочно меня позвали, меня ждут. Да? Что-то от вас будет прятать. И если вы проявите бдительность, и если вы, ну, допустим, ну, конечно, обыскивать вы не будете, но там, посмотрите в глаза многозначительно, скажете: а я все знаю, да? Либо а я все вижу, то человек может вам признаться, но что-то от вас прячет. Может быть, даже что-то, что принадлежит вам, и человек себе это прихватил. Да, почему бы и нет? Люди такие бывают, грязные на руку. А может быть, у человека что-то другое. Ну, там уже вам судить, опять же, в каких вы отношениях с этим человеком. Если это ваш какой-то домашний, близкий, родной человек, то там все методы хороши. Если это там коллега на работе, либо еще кто, то там, конечно, сложновато придется. Но этот человек от вас будет прятать. И это будет видно по поведению этого человека. Что-то прячет, скрывает, прячет. Дальше. Кто-то из вас потратит деньги на красоту, на украшения, не могу понять, наряды для себя, для семьи, для детей, украшения, аксессуары, либо, может, украшения, декор дома. Ну, вот на что-то вы потратите деньги. Ругать себя будете за это, скажете: да ё-моё, да как так?
да что со мной случилось, что на меня нашло, что я столько денег потратила на всю эту мишуру, да. Но с другой стороны, это красиво, это праздничная атмосфера, вам вот этих эмоций, наверное, положительных очень сильно захотелось, как душа потребовала. И поэтому такое и произошло. Что сделано, то сделано. Да? Просто успокойтесь, получайте удовольствие от красоты. Если есть возможность вернуть, тогда верните и успокойте свою совесть. Иначе она будет вас покусывать, особенно в ночное время. Дальше. Здесь я вижу, что у вас с кем-то случится диалог. Диалог, кстати, может быть как и при личной встрече, так и по телефону. И человек, с кем вы будете общаться, удивит вас каким-то то ли предложением, то ли какой-то возможностью. Вы скажете: да как так? Неужели это правда? Неужели такое может быть? И я вижу, что вы после этого разговора как загоритесь этой темой, идеей, и там какое-то условие будет. Но опять же, если вы постараетесь, вы это условие можете выполнить, и вы это понимаете. Прям постоянно будете об этом думать. Может быть, это связано с денежными возможностями, с карьерой, с работой, с решением каких-то ваших проблем. Но это интересно, и это имеет место быть. И я вам даже больше скажу. Если все правильно сделать, то дело выгорит, и вы в плюсе останетесь. Да? Вот прям все случится на благо вам. Вот так мне идет. Но главное держать руку на пульсе, и какое-то условие нужно будет выполнить. Это несложно, и при желании все возможно. Да? Серьезный такой разговор. Дальше. Есть женщина, которая очень сильно переживает по поводу вас и ваших дел. Возможно, это ваша подруга, родственница, близкая, родная. Эта женщина буквально пробивает вам дорогу, либо очищает вам путь. Я вижу, что эта женщина будет с разными людьми как-то коммуницировать, взаимодействовать. И буквально это все происходит за вашей спиной. Как вы об этом узнаете? Вы узнаете от тех людей, с кем она общалась. Причем вы узнаете, что, вот как вам буду говорить: ой, у тебя такая мама хорошая, либо у тебя такая подруга серьезная, да, вот мне бы такую подругу, а вы понимать не будете, о чем речь. Она для вас очищает дорогу, либо пробивает дорогу. Вот как будто бы ходит с какими-то людьми, по поводу вас общается, либо договаривается. И я вам так скажу, эта женщина, она будет успешна. Вот то, что она задумала для вас, она этого добьется. Пусть не сразу, пусть не в ближайшие 72 часа, но она добьется. И это прям очень приятно, что у вас такая подруга, либо такая заботливая родственница. Вам действительно повезло. Да? Повезло, берегите ее. Берегите, она для вас всего добьется. Как будто бы, знаете, из пасти у льва вытаскивает для вас, чтобы вам было хорошо. Ничего не боится. Смелая, дерзкая, очень активная. Почему вам не говорит? Наверное, чтобы вы не отказались, чтобы вы, может быть, ее как не дергали, да? Может, вы постесняетесь, либо не захотите ее напрягать, будете ей все время нудеть, что не надо, не стоит, да я не хочу, да? Какие-то такие вещи будете говорить. Она вас хорошо знает, поэтому она вам ничего и не говорит. Вот когда дело будет сделано, когда она договорится, вот тогда она вам все и расскажет. Очень хорошая подруга. Мужчина и женщина одинаково. Кого зовут на букву А? Мужчины и женщины. Вас в личной жизни нечто потрясающее ждет, да, нечто необычное, потрясающее случится за 72 часа. Я не могу обобщить, что это будет. Просто доверьтесь песку. Это будет нечто грандиозное и приятное для вас. Вот именно личной жизни касается, вашей личной жизни. Дальше. Кого зовут на букву О? Мужчины и женщины. Вам откроется то, что вам необходимо. Может быть, это тайна, может быть, это секрет, может, это какая-то тайная, секретная информация. Может быть, это ответ на ваш вопрос, который мучит вас днем и ночью. Вот вам откроется. Причем откроется как-то, знаете, как будто бы с кондачка, легко и просто.
Какой-то человек вам скажет: да это же просто, вот так и так, да, и объясняет вам. И вы в шоке, думаете: господи, да я полгода ищу эту информацию, никак не могу найти. А тут, понимаете, рандомный человек мне так подробно все объясняет. Ну, либо вы, может, видео какое-то найдете на том же ютубчике, да, которое все там объяснит, по полочкам разложит, алгоритм запустит. Да, хороший знак. Дальше ключ, но ключ спрятан. Не так-то просто его будет вам найти. Тут нужно будет подключать свою интуицию, а кому-то поможет человек, у кого очень сильно развита интуиция. Спрятанный ключ, и спрятан очень, так знаете, профессионально. Доверяйте своей интуиции, либо если у вас среди знакомых есть интуитка, да, человек, который прям отличается способностями, попросите этого человека, это не будет лишним, наоборот, это вам здорово поможет. Может, в прямом смысле слова куда-то задевается ключ. Может быть, там, не знаю, дома потеряете свой же собственный ключ, потеряете дома, куда-то вот провалится, завалится, либо кто-то вот перенесет и забудет, что перенес. Вот поможет найти, но вижу, что не просто будет это сделать, да, какие-то вот прям действия нужно будет совершить. Вообще старайтесь все держать в одном месте, и желательно, чтобы это было нелегко доступно, да, в каком-то шкафчике, в ящичке, да, вот приучите себя, и тогда таких проблем у вас не будет с ключами. Ключ может быть как и от дома, так и от машины, так и, может, от работы, да, ну, какой-то важный ключ для вас. Не паникуйте, это самое главное, что паниковать вам нельзя. То, что вы ищете, вы найдете. Ну, просто, может быть, время на это уйдет. Ну, либо придется напрягать свои способности, либо кого-то со способностями напрягать, чтобы вам помогли. Ключ есть, и ключ найдется. Так, аист. Аист – это хорошо. Аисты обычно что? Деток приносят, подарки приносят, письма приносят. А у кого-то аист может проиграться как человек, о котором вы мечтаете, да, кого видеть хотите, кого любите. Аист с вашей стороны, и он прилетел. Да? Он не летит, он уже прилетел. Возможно, для вас станет большим сюрпризом, что то, о ком вы думали, о ком вы мечтали, нанесет вам визит, либо объявится. Возможно, какое-то письмо к вам пришло, а вы, например, еще не видели. А письмо лежит в почтовом ящике. А может быть, вам кто-то подарочек принесет, да, либо уже принес, либо через кого-то передал. Но что-то приятное вас ждет, да, очень приятное. Ну и также может выясниться, что кто-то забеременел. И вот как раз тест делает, например, ну, либо объявит всем, что вот у нас беременность. Ну, и все порадуются. С правой стороны аист – это хороший знак. С вашей стороны, то есть вам это во благо идет. Дальше. Тройку будете вытаскивать из какой-то ямы. Ну, тройка – это что? Друзья, сотрудники, коллеги. И даже могут отыграться родственники. И вы прям за руку вытаскиваете эту тройку. А тройка прям, ну, попу отъела, тяжелая. То, что вам покажется легким, да, ну что там помочь? Ерунда. Может занять время и может быть для вас, ну, достаточно, ну, тяжелым испытанием, скажем так, честно. А в этом виновата сама тройка. Угу. Не вы виноваты. Это не говорит о том, что у вас там что-то не в порядке, либо сил нет, либо знаний не хватает. Нет, это тройка. Те, вот, кто по тройке идет, кто в проблемы попал, вот они в этом виноваты. Они виноваты в том, что чего-то там натворили, нет бы сразу там спросить, попросить помощи. Они там, судя по всему, сами барахтались, еще больше там закопались, и поэтому будет трудно вытаскивать, трудно решать, да, трудно помогать. Но, тем не менее, вы не тот человек, который уйдет, либо отойдет, откажется. Нет, вы будете действовать, пока тройку не вытащите, не успокоитесь. Подруга, друг, коллега, родственник. Да? Вот кто-то прям закопался. Видите, тройка наполовину закопана. Да, человек там, конечно, нагородил, натворил. Ну, а куда деваться? Надо будет помогать. Дальше барабан. Кто-то будет стучать в барабан. Будет важное предупреждение. Это может быть и в интернете, и телевидение, и газета, и просто из уст в уста. И это предупреждение, оно правдивое, потому что человек стоит, бьет в барабан, вправо смотрит.
То, что вы это увидите и узнаете, услышите, это судьба. Вам нужно к этому подготовиться. Избежать этого невозможно. Просто можно подготовиться, и более-менее как-то спокойно все пройдет. А если вы будете не готовы, и вас застанет это событие врасплох, то вы даже можете немножко растеряться. Либо как-то вот, достаточно болезненно воспринять, да, то, что с вами происходит. Но будет предупреждение. Где-то вот за несколько часов, либо даже за день до события будет предупреждение. Какой-то человек бьет в барабаны. Просто будьте повнимательнее и относитесь ко всему посерьезнее. И точно не пропустите. На глаза вам 100% попадется это предупреждение. Дальше. Мужчина в колпаке женщине хочет шапку на голову одеть. Мужчина обманут, сразу говорю. Либо мужчина обманывается, самообман, да? Либо кто-то мужчину обманул, либо мужчина в самообмане находится. Вот свои вот эти обманчивые, неправдивые мысли, действия, решения пытаются на женщину натянуть. Девушки, женщины, вот тут нужно поспорить. Не позволяйте мужчине одеть на себя эту шапку. Не нужен этот обман. Этот обман, он потратит ваше время. У кого-то еще отыграется, что вы что-то можете важное упустить, пропустить. И в-третьих, потом будет максимально обидно, и вы с мужчиной можете очень сильно разругаться. Но потому что винить друг друга начнете туда-сюда, и скандал может получиться прям знатный. Не допускайте. Не допускайте. Если он что-то утверждает, пусть приносит доказательства, пусть аргументирует. Вот. А так голословно верить мужчине не стоит. Либо его обманули, либо он сам себя обманул. Вот. Не надо вам эту шапку надевать, она вам не идет, эта шапка. Пусть сам ее носит. А еще я ближе к венцу вижу, что вы услышите слово «да». Плюс «да» согласие, получите согласие. Возможно, вы ждете этого, возможно, вы этого уже и не ждете, возможно, вам уже сказали «нет», либо отказали, но что-то должно поменяться, причем резко и неожиданно. Там, где было «нет», станет «да». Там, где отказали, там согласятся. Там, где был запрет, запрет спадет и будет как разрешение. Вот. Момент очень триумфальный, и этот момент, он прям поднимает ваше настроение, и вы себя совершенно по-другому чувствуете. Там, где было «нет», станет «да». Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.